Здравствуйте всем! Касаемо советов молодежи, для молодежи и направлению нашим молодежным сектором, я бы сказала, что они большие везунчики, они живут в очень хорошую эпоху, когда все под рукой, когда есть интернет-ресурсы, когда есть цифровая платформа, где вы можете не только получить информацию, но и отработать, обработать и оцифровать многие вещи. Я считаю, это очень классный ресурс, иметь такую возможность под рукой. Мы же сравнительно нашим студенческие годы мы ходили в библиотеки. Я ходила в библиотеку имени Гоголя, я была там постояльцем, меня знали все, поскольку мне нужна была информация для работы, для учебы. Другой возможности не было. И даже когда мы уже были студентами, начал появляться интернет, он не был в таком масштабе, как сейчас. Не было такой возможности к глобальным новостям, не было возможности ко всем ресурсам, ко всем проектам, которые происходят. Поэтому нынешней молодежи, если научиться тайм-менеджменту, той важной дисциплине, той важной пунктуальности, четкости и ответственности, которая заложила нас в свое время, еще в советское время или и постсоветское время в том числе, я думаю, что у молодежи все ресурсы, все ключи стать, и инструменты в том числе стать очень успешным и удачливым просто в руках. Моменты, которые бы я хотела нашей молодежи посоветовать, это научиться ценить то, что есть сейчас. Это первое. Второе, нашей молодежи не хватает тех важных базовых компонентов, наверное, полноценного развитого человека. Это пунктуальность, это ответственность, это дисциплинированность, это тайм-менеджмент. Все эти три, которые я сказала выше, они все истекают от тайм-менеджмента. От неправильного распределения своих ресурсов и времени они очень часто, молодежь очень часто чувствует, что мы успеем, мы отложим на потом, а потом может так и не наступить. Поэтому молодежи сейчас вовремя понимать, что это время не вернется. Вот сейчас та категория и то поколение, которым за 40, это мы, очень часто вспоминаем те годы в 20-25 лет и понимаем, что даже я считаю, что я хорошо всегда училась и старалась, я понимаю, что я могла бы и лучше. Если бы молодежь сейчас это понимала, что время истекает и пролетает так быстро, тогда бы, возможно, сейчас они бы хватались за все возможности. И еще один совет золотой на вес золота. Не ищите легких путей. Я всегда говорю и говорила, как своим детям, сотрудникам, там, где вам дают легкий результат, обещают, как правило, легкий результат, и вы понимаете, что это очень легкий путь, всегда ждите вторую сторону медали. Ничего в этой жизни не дается легко. И я понимаю, что это своего рода отсыл нашего времени. Да? То есть у нас такое время, такое поколение, которое учит легкости, доступности, и вроде бы оцифрованные деньги, можно вложить деньги сюда, и они живут этим понятиями по наитию, поскольку это вокруг везде говорится, и об этом это адвокативно подается на тех площадках, таких как Instagram, TikTok, Threads сейчас очень популярны. Конечно же, пойти против этого веяния очень сложно. Но семьи, где растут и становятся людьми, наша молодежь, играет большую роль. Я надеюсь, что родители, которые воспитали и воспитывают, и будут воспитывать, они все-таки вносят большую роль. И у меня тоже растет дочь, которая 22 года, и мы постоянно с ней разговариваем, мы постоянно обсуждаем с ней абсолютно все моменты, поскольку это гражданин нашей республики, это будущая личность, будущая мама, будущая ячейка семейная, да, нашей страны. Я думаю, что все должны руководствоваться такими принципами. А той категории молодежи, которые бы хотели развиваться в моей сфере, это образование, это языковые центры, это образовательные центры, это школы частные, возможно, коррекционные центры. Что бы я посоветовала? Очень банальный, простой совет – учиться и читать. Читать очень много нужной литературы. Я понимаю, что источников сейчас очень много, поэтому надо смотреть, насколько доверительный источник тот, к которому вы обращаетесь. И желательно это делать в электронной библиотеке вузов, которых вы знаете, вузы, которые состоялись, если вы электронную библиотеку используете. Можно приобрести необходимую литературу в магазинах. Это, в принципе, делается сейчас очень легко. Если же идет речь об иностранном языке, специалист хочет стать педагогом иньяза, либо переводчиком, то это нужно брать вариативную часть в вузе, да, ту, которую необходимо учиться, и брать инвариативную, то есть дополнительную часть, заниматься самому. Это
Это абсолютно бесплатно на просторах YouTube у нас есть занятия онлайн, это выступления спикеров, native спикеров, да, носителей языка, это написание письма. Очень важный совет. Те, кто хотят работать в образовании, в социалке, я понимаю, что искусственный интеллект может выместить очень многие специальности, но общение офлайн человека и педагога, ученика и педагога не заменит ни один искусственный интеллект. Поэтому не забываем про бумагу и ручку, не забываем про красивую пропись. Я знаю, что многие сейчас будут не согласны, но все же я считаю, что грамотность письма, она грамотность речи, она интеллектуальный уровень человека. И касаемо книг, какие бы книги я посоветовала? Абай Жола – это база, которая должна быть, я считаю, у нас у всех. Очень люблю книги Чингиза Айтматова. А из русской литературы я несколько раз перечитывала «Война и мир» Льва Толстого. Из иностранной литературы я бы порекомендовала «Pride and Prejudice», это «Гордость и предубеждение» Джейн Остин. Очень поучительная книга, которая показывает нам, какие трудности бывают в семьях, да и в целом в социуме. И все же я как призывала, так и призываю читать художественную литературу. Она учит не только образному мышлению, ведь красиво, грамотно написанная литература, она учит мыслить, она учит говорить, и она учит тем базам, правильным жизненным базам порядочности, четкости и преданности своему делу.